В республике от новой коронавирусной инфекции выздоровело 39 пациентов. Официальное зарегистрированное число инфицированных достигло 282. Всего от вируса умерло 4 человека. Эпидемиологическая ситуация в республике продолжает оставаться напряженной. В Якутии проводится масштабная работа по развертыванию обсерваторов в районах. 27 апреля. Впервые в условиях пандемии коронавируса мероприятия, приуроченные ко Дню Республики Саха-Якутия, прошли в онлайн-формате. Айсен Николаев провел урок по истории Якутии на местном телевидении, где рассказал об истоках и становлении государственности Якутии, о значении статуса республики для Северного края, развитии промышленности, ведении сельского хозяйства в условиях вечной мерзлоты. Глава Якутии ввел масочный режим в общественных местах и общественном транспорте в Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Мирнинском, Ленском, Алданском и Нерюнгринском районах. Жители этих населенных пунктов обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Следование к месту работы тем, кто по долгу службы обязан это делать. Пожилые в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания и состояние иммуносупрессии, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В Якутии проведена масштабная работа по развертыванию обсерваторов. Так, обсерваторы развернуты в училище Олимпийского резерва города Якутска, в городе Нерюнгри на базе школы футбола, в интернате спортивной школы в городе Нюрбе, в Чурапчинском Улусе. При необходимости будет задействовано общежитие ЧГ и ФКИС. Также в Якутской республиканской офтальмологической клинической больнице развернут обсерватор с круглосуточным стационаром для оказания неотложной медицинской помощи для вновь поступающих больных с COVID-19. 28 апреля. По предложению главы Якутии Айсена Николаева, озвученному 27 апреля на совещании о ситуации с паводками и пожарами, президент Российской Федерации Владимир Путин поручил пересмотреть методику распределения средств, выделяемых из федерального бюджета на тушение лесных пожаров между регионами. Указом главы Якутии установлено применение технологии электронного мониторинга по геолокации, чтобы контролировать соблюдение режима самоизоляции на дому для лиц, контактировавших с инфицированными коронавирусом. Запрещено передвижение между муниципальными районами и городскими округами, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, в случае прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту или от места работы. Работникам медицинских организаций рекомендуется во внерабочее время исключить все контакты, кроме членов семей. Работодателям, применяющим вахтовый метод работы, рекомендовано организовывать прибытие работников чартерными рейсами. Также работодатели обязаны создать на месте формирования вахты, а в случае невозможности на месте выполнения работ обсерватор для изоляции лиц на 14 дней. По требованию оперативного штаба республики в Аймиконском районе открыт еще один обсерватор на 40 мест, предположительно в 20 километрах от Усть-Неры. 29 апреля. Глава Якутии Айсен Николаев продлил ограничительные меры, связанные с режимом повышенной готовности на территории Якутии до 11 мая. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции для работников ООО «Газпром Добыча Ноябрьск» и подрядных организаций создана горячая линия. В Якутии завершился прием заявок на получение однократного продуктового набора для пожилых людей в рамках общероссийской акции «Мы вместе». За эти дни поступило порядка 19 тысяч заявок от людей старше 60 лет и инвалидов первой группы. В Нерюнгринском районе ведется плотная работа с промышленными компаниями. В мониторинге задействовано 99 предприятий. Организована встреча и доставка работников к месту проживания для дальнейшей двухнедельной изоляции. Во всех вахтовых поселках организованы медпункты. Отмечен рост позиций главы Якутии в национальном рейтинге глав регионов. По мнению экспертов, в рассматриваемый период главным фактором роста в национальном рейтинге стало то, что Айсен Николаев оказался одним из немногих региональных руководителей, кто сумел сработать в сложнейшей ситуации пандемии на опережение. 30 апреля. В Якутск по приглашению руководства республики прибыла главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова. Она подчеркнула, что план по работе с инфекцией в Якутии, который ей представили на совещании с главой республики, действенный и эффективный, благодаря которому в республике удалось остановить быстрое и глобальное распространение коронавируса. В Якутию доставили 12 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут направлены в Алданский, Ленский, Нерюнгринский, Мегино-Кангаласский и Амгинский районы.
В Министерстве здравоохранения республики отметили, что в данное время уже заключены контракты на поставку 84 единиц аппаратов. В районах и городских округах республики продолжают выдавать продуктовые наборы школьникам на дистанционном образовании. С 6 по 29 апреля сухой паёк получили 61 789 детей. В Сангаре развернут обсерватор на 26 мест на базе многопрофильного лицея. В инфекционном отделении Центральной районной больницы сегодня имеется 12 койко-мест, 2 аппарата искусственной вентиляции легких. В Нижнем Бестяхе на базе транспортного техникума работает обсерватор на 100 койко-мест. Также разворачивается второй обсерватор на 100 мест. Глава Якутии Айсен Николаев выступил с обращением к жителям республики по текущей эпидемиологической ситуации на телеканалах «Якутия-24», НВК «Саха» и на радио «Т-Тим». Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин принял решение продлить режим повышенной готовности в стране до 11 мая включительно. И эти дни будут для нас решающими. Мы либо удержим результаты, достигнутые дорогой ценой, либо, расслабившись на майские праздники, спровоцируем взрывной рост инфицированных. 1 мая. На Чаиндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Ленском районе разворачивают мобильный госпиталь на 12 койко-мест с проходимостью от 40 до 60 человек в сутки для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, который сегодня из Хабаровска в Талакан доставил самолет Ил-76 МЧС России. На месте работают бригада медиков Министерства здравоохранения республики, компании «Согаз Профмедицина» и сотрудники Роспотребнадзора. По требованию руководства республики и «Газпрома» на месторождение прибыли руководители подрядных организаций. В райцентре в Намцах на базе общежития педагогического колледжа развернут обсерватор на 90 мест с возможностью увеличения до 130 койко-мест. На границе с Якутском дежурят дорожно-патрульные службы, которые проверяют документы, следят за передвижением транспортных средств в части соблюдения ими ограничений по перевозке пассажиров, закрепленных в указе главы республики. Медики, в свою очередь, измеряют у водителей температуру. 2 мая. В Республиканской офтальмологической больнице новой коронавирусной инфекцией заразились 48 человек. Установлено 679 контактных лиц. Айсен Николаев заявил, что в офтальмологической больнице проходит служебное расследование. Глава государства Владимир Путин дистанционно пообщался с активистами движения «Мы вместе», общероссийской акции, которая объединяет всех, кто помогает нуждающимся во время пандемии коронавируса. В прямом эфире президента приняли участие 3 волонтера из Якутии. В благодарность врачам 2 мая телебашню Якутска украсила пульсирующая подсветка, имитирующая биение сердца. 3 мая. На Чаиндинском месторождении организовано повторное тестирование силами «Газпрома» и его подрядчиков для верификации первичных полученных анализов. Ситуация на контроле правительства РФ, Оперштаба, лично Татьяны Голиковой и Юрия Трутнева. В Ленске запускается новейшая лаборатория ПЦР для проведения анализов на коронавирус. Запуск новой лаборатории, закупленной на средства Стройтрансгаза, поможет быстрее выявить точное количество зараженных работников Чаиндинского нефтегазоконденсатного месторождения, сказал во время брифинга глава Якутии Айсен Николаев. Сегодня в Ленске уже подготовлена и начинает запускаться к работе новейшая лаборатория ПЦР, которая закуплена на средства Стройтрансгаза. И это позволит нам уже на месте реально верифицировать результаты работников Чаиндинского месторождения. Будьте в курсе последних событий здесь и сейчас.